Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы. В сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать, как проходил протест в Стамбуле 1 августа. Это видео я специально записываю, потому что я очень много даю информации на туркменском языке, но, честно говоря, на русском языке не получается всегда успевать давать информацию. Вот. Просто я видел очень много заключений по этому поводу, да, экспертов, и решил с места события рассказать, как это было. Возвратимся к событиям 1 августа. Я полетел 30 июля специально для участия в протесте, проводимом 1 августа 2021 года напротив Генерального консульства Туркменистана в Стамбуле. Прежде чем поехать, я предупредил Дуэджи, что я еду, никого больше не предупреждаю, только тебя. Я оттуда не смогу вести репортажи или выступления делать, так как я еду туристом, могут возникнуть проблемы. Я тебе буду давать все материалы, пожалуйста, без остановок ты транслируй. Этот договор был между нами. В связи с этим я полетел туда и не выступал по YouTube. По приезду на следующий день я встретился с активистами. В этот вечер встретился, значит, по приезду в пятницу. В субботу я встречался с активистами. В Стамбуле наши туркменистанцы открыли Дернек. Значит, это общественная организация по культурному сотрудничеству с Турцией, между Турцией и Туркменистаном. Там есть и другие вопросы, значит, по уставу, которые они могут делать. Меня пригласили туда, я поехал туда не в качестве лидера ДВТ, а в качестве гражданина Туркменистана. Там меня встретили, мы там обсуждали, решали многие вопросы. И там они провели собрание, и меня избрали почетным гостем этого общественного объединения. И я на основе почетного ГОСТа участвовал в их первом собрании. Мы там провели очень много времени, много дискутировали, много общались, обсуждали все проблемы туркменистанцев, как их решать и так далее, и так далее. Это не было связано никак с организованным протестом. Вернемся к протесту. Этот протест 1 августа напротив консульства Туркменистана организовывала общественная правозащитная организация Турции, руководителем которой является Адем Бей. Ни ДВТ, ни Дуэджи никто не организовал. Мы призывали активистов участвовать в этом протесте для того, чтобы выразить свои, значит, требования властям Туркменистана. Поэтому нас обвинять в том, что мы плохо организовали протест, мы не организаторы протеста. Организатор протеста – турецкая сторона. Эта общественная организация, она делает защиту религиозным, политическим, социальным и другим, по другим проблемам людям, которые попали, где есть нарушение закона. Поэтому они проводили протесты перед посольством России в поддержку чеченцев, перед посольством Узбекистана, поддержку узбеков, перед посольством Афганистана, поддержку афганцев, перед посольством Китая в поддержку уйгуров и так далее, и так далее, и так далее. В течение 17 лет они проводят эти протесты. В этот же день, 30-го, в субботу, я поехал, встретился с организаторами протеста. Изучил, как они работают, посмотрел, как они делают. Там рядом же проходил брифинг тех людей, которые будут принимать участие в протесте, организаторов. Как маски носить, какая дистанция должна быть, какие вопросы и так далее, и так далее. Очень хорошо, мне это понравилось. Они профессионально этим занимаются. Не так вот протест сказали и побежали. Нет, они профессионально этим занимаются. И когда я приехал туда, я убедился, мы отработали только выступление, кто будет выступать, на какой минуте и так далее. А саму организацию у них уже было отработано. Теперь на следующий день мы как все обсудили, договорились. В 16:00 должен был начаться протест. С утра я встречался с активистами, обсуждал со многими, многих приглашал на этот протест. Многие приехали специально. Специально вот приехали активисты за 600-700 километров от Стамбула для участия в этом протесте. Они, значит, за день приехали, гостиницу брались, с нами встречались и так далее. То есть очень много людей подъехало. Далее, 15 часов 50 минут я был на месте. Мне позвонил Адембей, я сказал, все, я уже на месте. И я мельком увидел, как забирают этого Джума Сапара. Я так и не понял, потому что это не было полицейской машины.
Это была какая-то белая машина. И я не понял, или он уезжал, или что там произошло. Далее там были вооруженный спецназ, вызванный специально, которые занимались тем, что распределяли людей, разгоняли. То есть, когда мы к точке пришли на перекресток 4 стороны, где находилось туркменское консульство, там уже разгоняли людей. И они разгоняли, они разгоняли уже намного раньше, потому что есть люди, которые 2 часа назад пришли и так далее. Уже там разгон пошел. Их задача была, чтобы люди не собирались, то есть они расходились. Вот, когда мы с Адембеем туда подошли, к нам подошел руководитель полиции, отвел нас в сторону, чтобы объясниться. Мы начали объяснять, на каком основании. Он сказал, что вам вот для этого процесса необходимо разрешение, дополнительное разрешение мэра города. Эта информация была неправдой, он нас убеждал в этом, он по-всякому нас сказал, никаких проблем, как вы возьмете, мы вас будем охранять и так далее, и так далее. Мы спросили, что вы задержали? Да, задержали людей, немедленно отпустить. Он сказал, давайте мы отойдем в сторону, вы оттяните активистов, я сразу же пойду и освобожу. Вот, и там одна женщина, Инеджан, если я не ошибаюсь, сказала, я пойду с тобой, чтобы посмотреть. Она вызвалась, ну, мы сказали, ладно, езжайте, оттуда сообщите. Вот он с ней пошел, она пошла туда, чтобы просто удостовериться, что их отпустили. В итоге он обманул. Руководитель полиции этого отделения, он нас обманул, мы ждали ответа, пока ждали, мы распускали активистов, потому что мы не хотели много задержаний, их просили уйти. Потому что, ну, если так закон, дополнительно какие-то как бы решения были приняты, мы хотели бы разузнать, нам не предоставили, но сказали, что предоставят. И мы решили как бы протест на этом завершить, не поднимать шума. Поэтому мы приблизились туда, значит, начали активистов просить расходиться. Многие звонки без перерыва, очень много людей подошло, звонят, я там, я там, я там и так далее. Потом пострадавшие появились. Обратите внимание на это видео. Я вам хочу сказать, что само консульство находится на перекрестке. Вот там есть метробюс, называют, да? То есть есть специальный автобус, который ходит как метро. Вот оттуда, пока дойдешь, метров 500-700 надо. Вот пока люди шли, потому что люди шли со всех мест, со всех остановок, со всех перекрестков. Не только 4, еще на 4, они расходились. Они шли со всех мест. И вот эти люди, которые с метробуса шли, 5-6 человек отдельно, вот на них напала оперативно группа бандитская, да, тетушки называют по-русски. Они напали, вот здесь показано, вот Садык Карго есть, вот этот руководитель, который работает с Туркменистаном, работает с консульством уже на протяжении многих лет, они делают свои коррупционные схемы, они отвечают за все грузы, которые выводятся из Туркменистана и завозятся. То есть они обслуживают государство, они обслуживают этих родственников президента, ну, они работают напрямую с Министерством национальной безопасности Туркменистана. Вот эти люди, вот этот руководитель, его зовут Ширалиш Садыков. Вот эта машина, обратите внимание, вот он отъезжает, наши активисты успели снять. Они проехали, спросили этих людей, кто с туркмен, хроники Туркменистана. И один крикнул, мы все с Туркменистана. Они, значит, выскочили из этого микроавтобуса, 15 человек, избили быстро этого парня и убежали. Вот, это было в течение 2 минут. Никто не успел даже обратить внимание, они были всего 5-6 человек. Эти разнимали, значит, там вот это столкновение произошло очень быстро. Далее, voilà, вот посмотрите, вот этот парень упал, его поднимают, вот те люди, которые поднимают, потом ко мне пришли и мне все рассказали. Это невозможно было предугадать или узнать, или увидеть, потому что это было очень далеко. Мы одно поняли, что надо не просто протез охранять, надо протез делить на 3 части. Дорогу, вот обратите внимание, этот парень, руководитель этой организации, это он заказчик, это он организовал нападение бандитское на активистов. Сейчас его разыскивает полиция, он в розыске, его скоро арестуют. Вот этот человек организовал эту банду, напал на активистов и убежал. Что они сделали далее? Мы продолжали, значит, люди начали собираться, ко мне подбежали, сказали, я попросил всех людей расходиться, чтобы поменьше жертв было, поменьше всяких провокаций. Мы часа 2 их распускали людей,
занимались полицией, с ними вели переговоры, значит, давали интервью во многие газеты, журналы. Я сделал очень быстрый выпуск, потому что ко мне пришла информация, что Фархада задержали, вовнутрь затащили, избивают и так далее. Чтобы спасти его, я сделал репортаж быстро по YouTube. Далее, мы часа два там стояли, максимально людей распустили всех. Очень много людей группами пришли, которые уже на выходе из метро, на выходе из метробуса, на выходе из автобусов увидели полицию, которая их остановила, и остались там. Пришли несколько представителей, сказали, наши люди там, а что делать? Мы всех распустили, очень много людей было, посчитать невозможно. Мы распустили, чтобы не провоцировать эту полицию. Она была везде просто. Ходила, цепляла людей. Вот. После этого мы часа два там простояли. Адембея тоже, вот, когда мы к посольству подошли, его пытались затащить туда силой. Он еще удивился, у него шок был. На каком основании посольстве консульские люди затаскивают человека, который руководит правозащитной деятельностью вовнутрь консульства и силой. Он был шокирован, он, значит, объяснил им, что они нарушают закон и так далее. Было нарушение законов повсеместно. Потом мы, значит, разъехались, Адамбей сказал, выезжайте, я здесь сделаю и на связи будем. Я ему сказал, точка, где мы будем его ждать. Значит, мы с активистами поехали. Некоторые на автобусе, некоторые... Мы поймали такси, мы ловили такси очень долго. Мы поймали такси, ехали. По пути, значит, нас было 4 в такси активистов. И мы остановили, что наш один активист взял мотоцикл свой и приехал на место назначения. Когда мы ехали, он нам звонит и говорит, что вот этот микроавтобус стоит возле его мотоцикла. Он взял мотоцикл, и они за ним поехали, догоняли его, чтобы поймать его. И он сказал, что будьте осторожны. Мы сказали, все, тебе помощь нужна? Он сказал, нет, я сам оторвусь от погони. Далее мы ехали. Наши активисты, которые приехали на место назначения, потому что мы долго ловили такси, они нам выслали фотографии, что там вот 2 буйвола сидят, и рядом микроавтобус с людьми сидят, нас ждут. Они сказали, подошли к ним, спросили, вы на протез или что? Они сказали, нет. И они быстро поняли, что это люди специально подосланные, чтобы сделать провокацию или какие-то операции сделать. Они нам позвонили, выслали фото, мы увидели, и я понял сразу, что нас там ждут. Значит, я остановил такси и сказал, что давайте мы в кафе где-нибудь сядем на людном месте, ну, а там уже будем видеть, что произойдет. Мы сели на людном месте, скинули геолокацию нашему вот этому мотоциклисту, вот, и далее мотоциклист наш, когда подъехал, он сделал круг, он увидел опять эти 2 микроавтобуса там стоят. То есть как они это все знают, мы даже ума не могли приложить, почему это так быстро происходит у них. И он отъехал, он нам сообщил, я сказал, сделаем так, ты стой там, значит, я сказал, у нас есть 3 варианта, мы обсудили, выбрали вариант, он подъезжает на мотоцикле, меня забирает, и мы едем. Значит, он подъехал за метров 50-70 на мотоцикле, я вышел с ресторана, подошел, сел, и они двинулись за нами. Мы поехали по встречке специально на мотоцикле, чтобы они пытались поехать по встречке, не получилось у них. Ну, они пытались объехать, там преследовали несколько улиц, мы проезжали на красный светофор. Ну, в общем, через какое-то время мы оторвались. Значит, мы приехали на пункт назначения, куда мы хотели. Они нас всю ночь искали там. Ну, чтобы делать какую-то провокацию. Человек было в каждой машине по 15-20 человек. Преследовали 2 микроавтобуса, Ford Transit и другой, я не помню какой был, и 2 автомашины или 3 автомашины. Одна из них Opel с чарджовскими номерами Туркменистана, и вторая это Лантра, вот это вот Hyundai Elantra, по-моему. Она тоже с чарджовскими номерами. Вот. Мы быстро выяснили, кто это такие и так далее, и так далее. Далее, что я хочу сказать, да? То есть туркменское посольство, консульство организовало эту провокацию. Они вызвали полицию, вот этот спецотряд,
Это я видел и в Вашингтоне, когда был напротив посольства. Они спецназ пригласили, мы там разбирались с ними. Это я видел и в Женеве, когда делал протест один. Они, значит, дипломатическую полицию вызвали, потом спецполицию вызвали, мы там разбирался я с ними. Ну, это их техника. Но самое смешное в этой части, да, они вызвали вот этот спецназ, он пришел, стоял там, и только вечером, то есть задержали людей, и только вечером они дали список и свое заявление. Обратите внимание, в этом заявлении, и я фигурирую, конечно, там список людей, которые были задержаны еще в 4 часа дня. То есть они вечером или, по-моему, даже на следующий день дали заявление, чтобы приехал спецназ, хотя спецназ раньше приехал и уже задержал этих людей. По этим задержанным людям они пробили имена, включили в список и сделали только через 6-7 часов письмо. Вот так они работают с полицией местной, которая там окружает их, то есть отделением полиции. То есть они друг другу письма пишут, наверное, на зарплате руководитель, потому что с нами он разговаривал, нас обманул нагло. Вот, и это тоже мы доказали. И кроме этого, туркменское посольство Фархада Дурдыева задержала, занесла вовнутрь, избила, 8 человек избивали, консульский отдел избивал этого человека, заставляли, значит, позвонили в Туркменистан, в Министерство национальной безопасности, сделали видеотрансляцию и записывали, чтобы он извинился перед президентом Туркменистана. Вот эти террористы вызвали других бандитов, Садык Карго, чтобы напасть на нас, напасть на активистов, сделать провокацию. Одного они зарезали, парня одного избили на улице, второго тоже избили, и одного они затащили в консульство и избили. Это незаконная террористическая акция, поэтому весь мир в шоке. Мы это распространили везде, мы начинаем это доказывать, правозащитная организация сразу включилась, Хельсинский фонд, спасибо им большое. В отличие от Гельдыки Аризова и других, они быстро включились и работают в этом направлении. Огромное им спасибо, что они защищают активистов. Далее, события на этом не остановились. Они объявили, значит, в розыск меня, Азата Хайтбаева дополнительно и Байрам Алалыева. То есть заявление написали, что мы там на уважаемого президента Туркменистана наговариваем, что мы собираем террористов и нападаем на посольство, что они спокойно не могут работать, что мы разбиваем окна, вытаскиваем их оттуда, избиваем, мы хотим их убить, их семьи там находятся, семьи под ударом, дети плачут, вот они пугаются. А на самом деле они вышли, 2 консула вышли и руководили полицией, кого задерживать, кого не задерживать, кого хватать. Вот настолько вот это полицейское отделение было продано. Как бы мы ни организовывали протест, это закончилось бы тем. Потому что это на протяжении 30 лет у них идет эта работа. И это был первый организованный протест, который там должен был состояться. Отсюда выводы какие? Отсюда выводы такие, что туркменское консульство будет делать провокации. Мы должны, начиная от метробуса, организовывать со всех сторон контроль движения наших активистов. То есть ставить людей с повязками, значит, протест, ставить адвокатов с ними вместе, чтобы, если есть какие-то вещи происходят, быстро на видео, и адвокаты сразу вызывали полицию, привлекали к ответственности. Это организация сбора к точке. Теперь сам процесс, значит, протеста тоже надо будет организовывать с адвокатами, чтобы ставили рядом, чуть что сразу включались, если полиция или провокация приехала 20-30 титушников, чтобы избивать выступающих, сразу их привлекали к ответственности. Третье, мы поняли, что после завершения для расхождения людей опять эта команда нужна. То есть в следующий раз у нас должна быть из активистов команды. Первая команда для прихода, вторая команда при провождении, третья команда при расходе. Плюс на 3 команды адвокаты. Вот такая организация может там работать. И то будет провокация. То есть без этого не получится. Пока мы там систематически не будем их привлекать к уголовной ответственности, это будет происходить. Из этого что можно сделать вывод?
Из этого можно вывод сделать, что мы боремся с террористами. Не какие-то посольства, значит, люди, которые работают на государство, которые знают свой закон. Нет, это террористы. Они наплевали на законы Туркменистана, наплевали на законы Турции, делают, что хотят. Поэтому мы сейчас усиленно, значит, собираем документы, мы подаем в суд. Значит, первая группа адвокатов будет бороться, вот 2 дня уже борется за 9 человек оставшихся, чтобы их вытащить оттуда, задержанные активисты и просто туркменский народ. Эта правозащитная организация ведет усиленную работу, выступает везде, включает, мы с ними на связи. Кроме этого, мы подготовили свою группу адвокатов. Мы обратились к нашему народу за финансовой поддержкой. Этих адвокатов завтрашнего дня дополнительно мы включаем, чтобы немедленно освободить этих активистов. И эти 9 человек в Туркменистан ни в коем случае не поедут, потому что уже до ООН через правозащитную организацию Amnesty International везде информация дошла. Все в курсе, все в шоке. Весь дипкорпус мира в шоке, что произошло. Поэтому вопрос времени их освобождения, мы, не соблюдая закон, соблюдая все процедуры, их освободить. Вторая группа адвокатов будет работать над привлечением к уголовной ответственности полицейское отделение, руководитель полицейского отделения, который нарушил законы, продал свою страну и работал на правительство Туркменистана, на террористов. Во второй группе есть еще одни адвокаты, которые будут работать против террористического акта консульского отдела по защите Фархада и Азиза. Третья группа, в этой группе третьи адвокаты будут работать против Садык Карго. Все материалы уже даны, прокуратура подается, с прокуратурой адвоката будут контролировать. Вот обратите внимание, вот это письмо написала генеральный консул Туркменистана после задержания, через 6 часов после задержания этих активистов. То есть их сначала задержали, сначала полиция приехала без вот этого заявления, задержала людей, значит, забрало, и только через 6 часов они оформили заявление. То есть заявления не было. То есть это решается по звонку между полицейским отделением и генконсульством. То есть там законы не работают. Там идут зарплаты сотрудников полицейского отделения, они получают прямую зарплату и прямую взятку от посольства и консульства Туркменистана. И эта схема была доказана. Вот, пожалуйста, доказательства. Адвокаты были в шоке тоже. Сейчас идут все процедуры. Значит, сам помощник министра внутренних дел Турции позвонил Фархаду. До меня дошел разговор. Не знаю, это правда или нет. Я обещал этих консулов быстро депортировать и обеспечить охрану этого Фархада. Вот такие вот страсти происходили. Они, я имею в виду руководители консульского отдела и сотрудники консульства, консула, да, наплевали на законы в Туркменистане, наплевали на законы в Турции, делают все, что хотят. Мы будем делать эти процессы. Мы будем с каждым разом организовывать четко, согласно закону, будем делать. Все, кто призывает драться, взять оружие в руки, не поддавайтесь на эти провокации, не слушайте таких людей. Если они выступают по YouTube, вообще не подписывайтесь на этих людей, они вас к катастрофе приведут. Надо все делать по закону. Так как мы были на стороне закона, так как эти нарушили законы, они попались в ловушку. Сейчас весь мир на нашей стороне. Все законы. Мы можем быстро дойти до санкций против президента Туркменистана, министра иностранных дел Рашид Мередова, генерального консула и посла в Турции Туркменистана. Потому что Европарламент выпустил уже закон. Просто доказательства подводишь, без решения Еврокомиссии он автоматически уходит. Вот мы работаем над этим. Далее санкции к Бердымухамедову будут предъявляться. Если мы сможем на всех инстанциях юридически, значит, в судах доказать, мы будем требовать санкций против Бердымухамедова. Только вот таким образом мы можем этот режим победить. Никакие военные варианты, никакие силовые варианты. Забудьте и проснитесь. Последние 20-30 лет 80% успехов мирного перехода власти или перехода диктаторской власти в демократический строй происходит только мирным путем. Поэтому
Дорогие туркменистанцы, я вас очень прошу быть внимательны. Все делать по закону. Когда закон на нашей стороне, мы любого человека с любого места вытащим и любого человека привлечем к ответственности. Будь то это президент Туркменистана, будь то Рашид Мередов, консул или кто-то, неважно, в какой-то стране, неважно. Поэтому я вас всегда прошу, значит, максимально быть на стороне закона. Есть очень большая вероятность, что туркменский режим постарается уничтожить, купить, выкупить, привлечь к непонятной ответственности Фархада и этих 4 избитых людей. Поэтому я официально предупреждаю туркменские власти, если с Фархадом Дурдыевым что-то случится, с его родственниками или что-то, вы будете немедленно отвечать, под санкции попадете немедленно. Это будет уже конец вашему режиму, и вы предстанете перед Гаагским трибуналом. Относительно остальных избитых людей то же самое. Мы контролируем эту ситуацию. Наши активисты на местах начали этим заниматься. Кто занимается этой проблемой? Проблемой, созданной вот этим протестом. На местах в Турции занимается Нурсултан Таганова и активисты вокруг нее. За рубежом занимается правозащитная организация Туркменский Хельсинки фонд. Они молодцы, они систематически, значит, вытаскивают активистов и уже научились это делать прекрасно. К сожалению, ни Гельдики Аризов, ни Тухпатуллина мы там не видим. К сожалению, к большому сожалению. Надеемся, что они тоже подключатся и создадут пул правозащиты, потому что мы нуждаемся в правозащите. Относительно других людей, Дуэджи со своей командой, все представители Демократического совета Туркменистана занимаются этим. Все наши озвучиваемые, значит, действия согласовываются с этим союзом. Поэтому, дорогие активисты, нам бояться нечего. Все туркменистанцы очень сильно переживают за наших ребят, которые задержаны. Мы дали специальные счета, куда можно оказать, значит, финансовую помощь по оплате адвокатов, по защите прав наших граждан. Я на туркменском языке только что подал для защиты наших ребят, для организации правовой защиты наших ребят. Работают бесплатные адвокаты этого общественной организации правозащитной, которая известна в Турции, у которых есть выходы в правительство, они работают очень хорошо. Мы с завтрашнего дня подключаем дополнительно оплачиваемых адвокатов. Поэтому мы дали счет АДБЕ, куда вы можете перечислить, и оттуда деньги пойдут прямо на оплату адвокатов. Ориентировочно первая сумма $10 000 мы нуждаемся. Вторая группа адвокатов будет работать по полиции, привлечение к ответственности, да, заявление, прокуратуру, привлечение к ответственности и так далее. По консульскому отделу на консулов от наших избитых ребят и по Садык Карго. Руководитель Садык Карго и 30 его работников будут привлечены к ответственности, и они понесут ответственность. Вот здесь есть затраты адвокатов тоже. Мы тоже вас просим, если у вас есть такая возможность, помочь. Надо перечислить на счета, значит, фонда ДВТ. Это будет заниматься ДВТ этими вопросами, потому что мы будем контролировать все вопросы, и все деньги будут идти только на оплату адвокатов и помощи пострадавшим. Вот на этом я вам рассказал о прошедшем протесте 1 августа 2021 года в Стамбуле, организованную правозащитной организацией Турции, руководителем которой является АДБ. Кроме этого, все наши оппозиционные движения Туркменистана очень сильно взволнованы. Все, значит, приложили свои усилия по помощи нашим активистам и по продолжению всех протестов. Планируются уже запланированные протесты. Сейчас идет отработка, значит, согласование и отработка организации. Следующие протесты ДВТ постарается организовывать совместно с правозащитной организацией для того, чтобы учесть все эти недостатки. На этом я свое выступление заканчиваю. Я благодарю всех активистов, весь туркменский народ, который принял как удар против их, значит, законного права протеста и переживает за наших активистов, за наших туркменов, которые оказались задержанными и избитыми. Мы надеемся, что протесты будут увеличиваться, и протесты не остановятся, я вам сразу скажу. Мы будем все делать, организовывать и защищать наших активистов.
Нас будут задерживать, нас будут избивать, с нами будут поступать не по закону, но мы быстро будем, значит, вытаскивать этих людей и преследовать людей, которые совершили противоправные действия против нашего народа. На этом я заканчиваю свое выступление. Благодарю всех людей, которые звонили, переживали и предлагали свою помощь. Спасибо вам всем. Удачи